Доброе утро, Якутия! Приветствую всех, кто встречает и просыпается вместе с нами на ваших любимых телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. 23 апреля на календаре, день недели, четверг. Где же Паша, спросите вы? А Паша сейчас готовится к уборке мусора. Совсем скоро ждем прямое включение с ним с одной из локаций нашего города. А сегодня у нас впереди много всего интересного, впрочем, как и обычно, ваши любимые рубрики, и несколько новостей из мира животных. А сейчас самое время ознакомиться, какая погода ожидает нас сегодня. Сегодня в центральных районах днем ожидается до 6-7 градусов тепла. В заречной группе от 6 до 8, в южных 1 и 4 градуса. В Вилюйской группе 4 и 5, в Нижнеленских 4 и 7. В западных от 2 до 5 градусов тепла, в Колыме-Индигирской от минус 10 до плюс 3. В Янских минус 1, плюс 5, на северо-западе минус 4, минус 10 градусов. Температура воздуха на 6 часов утра в городе Якутске составила 3 градуса мороза. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Ветер северный. Сегодня преимущественно без осадков. Ветер восточный со скоростью 2,7 метров в секунду. А днем температура воздуха составит 6-8 градусов тепла. А с последними событиями, произошедшими в республике и за ее пределами, расскажут мои коллеги далее. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Минтранс РФ и Росавиация с осени упростят медицинские требования для ветеранов спецоперации, чтобы те могли управлять беспилотной техникой. Министр транспорта Андрей Никитин и Анна Цивилева, статс-секретарь замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества», подписали соглашение о поддержке участников СВО. Их будут бесплатно обучать и помогать трудоустраиваться в транспортной сфере. Сейчас в Российском университете транспорта уже учатся 187 бойцов. Кроме того, ветеранам доступны и другие льготы. Скидки до 50% на авиабилеты, бесплатные поездки на пригородных поездах, приоритетное обслуживание на вокзалах и в аэропортах. Инициатива позволит бойцам применить на гражданке навыки управления беспилотниками, полученные в зоне боевых действий. Управление социальной защиты населения и труда города Нерюнгри сообщает о возможности получить государственную поддержку в рамках социального контракта по пакету «Теплый дом». Программа предназначена для граждан, которые находятся на сопровождении в органах соцзащиты и социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Тускул». В рамках пакета можно получить замену или ремонт печи для домов с печным отоплением или замену электропроводки. Цель инициативы – помочь социально уязвимым категориям граждан привести жилье в надлежащее состояние и сделать его теплым и безопасным. Первая ступень – это мы смотрим граждан, которые находятся на сопровождении. То есть это одинокие наши старики, это семьи, которые состоят на учете в Тускуле. Проходят проверки у них. Мы смотрим состояние электропроводки. Там, где печное отопление, смотрим, что необходимо заменить. И заключаем контракт с выплатой 50 тысяч. В Якутске начала работу республиканская научно-практическая конференция «Отходы в доходы». В рамках нее открылась выставка работы с вторсырья, где наглядно демонстрируется, как можно преобразовать отходы в искусство и полезные вещи. Целью мероприятия является привлечение внимания к экологическим вызовам, в том числе к поиску новых методов использования вторсырья. Участники конференции представили свои проекты по нескольким направлениям: социально-экономические проблемы отходов, экологическая культура и другое. В работе секции обсуждается поиск новых методов переработки, их практического применения в условиях нашей республики и формирование экологической культуры среди населения. Для того, чтобы в будущем как-то минимизировать эту проблему, мы стараемся привлечь к этому мероприятию максимально большое количество населения республики, в том числе и детей. Поэтому у нас есть отдельная выставка для школьников. Сегодня у нас собрались где-то больше 100 участников конференции именно. Это школьники, это студенты, аспиранты, магистранты.
Вот. Научные сотрудники молодые с научных учреждений и университета. Следующая рабочая неделя в России будет короткой благодаря празднику весны и труда. Она продлится с 27 по 30 апреля. Таким образом, россияне будут работать 4 дня с понедельника по четверг, а потом их ждут 3 выходных с 1 по 3 мая, с пятницы по воскресенье. Далее будет 5-дневная рабочая неделя, а затем еще одни длинные выходные с субботы 9 мая по понедельник 11 число. С 30 апреля по 4 мая в Грозном пройдет первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет. Якутию на соревнованиях представит команда из 21 борца. Ее лидер Лев Павлов, уже побеждавший на первенствах России, Европы и мира, выступит в категории до 57 килограммов. Помимо Павлова, в этой весовой группе поборются Кискил Семенов, Айсен Иванов и Данил Махначевский. А самые многочисленные ряды якутских спортсменов соберутся в категории до 65 килограммов. Там сразу выступят 6 атлетов. В тяжелой категории до 97 килограммов Якутию представит единственный боец Евгений Аронов. Доброе утро! Сегодня на берегу озера Сайсары пройдет масштабный субботник в честь Дня Земли. Совсем скоро начнется подготовка, но уже сейчас на месте находится мой коллега Павел Танин. Он также на прямой связи с нашей студией. Паша, как слышно? Доброе утро. Передаю тебе слово. Доброе утро, Катя. Доброе утро, зрители. Действительно, сегодня, чуть попозже, не прямо сейчас, через пару часов буквально, вот здесь, на территории береговой линии озера Сайсары, пройдет масштабный субботник, который организует Министерство экологии Республики. Посвящен он Дню Земли, который отмечался вчера. Это международный праздник, инициированный и учрежденный Организацией Объединенных Наций. Но помимо этого, как выяснилось, в этот субботник войдет множество вообще различных акций Министерства экологии. И подробнее об этом, о том, почему вообще День Земли такой важный, как нужно заботиться об окружающей среде, мы поговорим с нашим утренним гостем, который уже заботится прямо сейчас о природе, заботится о природе в своем профессиональном амплуа. Это первый заместитель министра экологии Республики Саха-Якутия Джулустан Хон. Джулустан, доброе утро. Доброе утро. Как я сказал, сегодня субботник, он посвящен прошедшему Дню Земли, но при этом еще множество наслоений разных акций происходит. То есть сегодня такой многоидейный субботник. Да. День Земли вообще был начат еще в 1970 году, когда по миру, по нашей Земле начались масштабные розливы нефтепродуктов. И тогда миллионы людей вышли с протестом, да. И вот это была такая, началом, да. И в 1990 году уже это стало международной акцией. В 1992 году уже Россия присоединилась к этой акции. И в 2009 году ООН уже как Международный день Земли 22 апреля уже обозначил. Мы сегодня, Зеленый четверг у нас тоже, как вы сказали, акция, да. Мы каждый четверг проводим определенные экологические акции. И вчера вы сказали, что прошла у нас начало отходы в отходы, это тоже конференция. Поэтому все мы убираем, и сегодня в 10 часов мы проводим субботник на территории озера Сайсары. Я думаю, нам ничего не мешает разговаривать и тоже вносить свой вклад прямо сейчас, поэтому давайте пройдемте. В принципе, хочется отметить, что достаточно чисто здесь, что говорит, наверное, об осознанности людей, поэтому мы все равно спустимся, пока нам погода позволяет выйти прямо на водную гладь замерзшую. И да, здесь у нас присутствуют разные так или иначе, вещи, которые не должны здесь быть, некоторые примерзшие, остатки игрушек, например. Если говорить о заботе об окружающей среде, субботник все-таки это дело такое масштабное, которое требует времени, не у всех оно может быть есть, не у всех может быть есть желание выходить и собирать какие-то отходы. А если мы говорим про другие виды заботы об окружающей среде, есть сортировка мусора. Допустим, на это тоже нет времени. Как простой якутянин, кроме субботников, кроме сортировки мусора, может вносить свой посильный, действительно, и не слишком усложняющий его жизнь вклад в сохранение окружающей среды? Надо начать с самого простого, я думаю, да, это походить пешком, да?
Вместо транспорта. Да, имеется вместо в виду. транспорта, да. Значит, без надобности не включать электричество, на велосипеде покататься, да, на работу, да. Значит, использовать многоразовую посуду, да, когда, ну, как какие-то мероприятия. Ну, на природе, когда, например. Да. И такие вот небольшие подходы, вот они прививают сохранение к природе, значит, отношение к природе. Вот. Надо начать с простого, я думаю. А вот опять же я упомянул, что по чистоте озера, потому что если вспомнить его, ну я вот его могу четко вспомнить лет 25-30 назад. Здесь была совершенно другая картина, Да. и мы с вами тоже поговорили, и кузова машин здесь лежали прямо в воде и так далее. Сейчас картина абсолютно другая, но за это время изменилось ли сознание людей в целом? Да, конечно. Мы видим, что ситуация меняется, люди становятся осознаннее. Здесь мы видели, что кузова машин здесь лежали, значит, очень много крупного габаритного было мусора. Сейчас мы видим, что в принципе озеро на сегодняшний день более-менее чистое. Оно, вот, ну, по Лермонтово, если пройтись, там чуть-чуть есть грязи, да. Там, возможно, больше людей, в окурки принципе, и ходит. так далее, вот эти. Ну, поэтому с этой стороны люди становятся осознаннее, Мгм. понимают и относятся уже к своему городу более бережно, можно сказать. Мгм. Ну, если мы вернемся именно к теме субботников, да, почему субботники не только сегодняшние, да, вообще, в принципе, они часто проводятся, для чего они нужны? Потому что как будто бы, ну, мы живем в эпоху достаточно развитых коммунальных служб, да, там уборочные службы, техника, в конце концов, есть. Почему важно все равно проводить субботники и чтобы люди на эти субботники выходили? Смотрите, коммунальные службы, они убирают улицы, Ага. да, в большей степени. Значит, а мы вот субботники проводим, значит, на местах, где, ну, техника не доходит, в лесном массиве, да, в основном. Есть у нас акции вот, «Вода России», то есть мы береговые линии. Вот, в кстати, большей мы вот степени, сегодня да, в большей «Вода степени, России». в большей степени убираем. Поэтому коммунальные службы у нас за чистоту самого города, да, скажем так, да, а мы субботниками убираем уже близ города, значит, там дачные участки, близ дачных участков, ну, в основном лесные массивы. Мы вот, например, министерством традиционно выходим возле птицефабрики, там на горе, Ага. проводим вот тоже среди своих работников соревнования, кто больше мусора соберет, кто интересное что-то найдет и так далее, и проводим так вот время. Ага. Ну и еще такой вопрос касательно субботников, а что касается молодежи, потому что, ну, я себя там по молодости, по школьным годам помню, что как-то на субботник выйти что-то, как, во-первых, сейчас молодежь к этому относится, и если относится так же вот, ну, и там друзья засмеют, что я буду убираться, есть ли это отношение, если да, то как с ним можно бороться? Да, надо, чтобы молодежь тоже участвовала в таких мероприятиях, когда у тебя мешок уже полный, да? Ну, кстати, мы мусора, достаточно так да, наполнили. И ты видишь уже чистоту, вот, которую ты уже создал сам. Оно уже вот внутри уже находится, и ты уже в будущем не будешь мусорить. И не будешь как бы стесняться того, что выходить на субботники. Мгм. Да? Вот это отношение изнутри это должно быть. Мгм. Рустам, спасибо за эту утреннюю прогулку с пользой. Желаем большого ажиотажа сегодня именно на самом субботнике. Напомним, что он в 10 часов. Да, сегодня ждем 10 часов на озере Сайсары за Триумфом. За Триумфом подходите, все вам там расскажут, объяснят. Ну а мы немножко еще, наверное, попытаемся внести свою лепту в защиту и сохранение окружающей среды. Тем более, что священное озеро Сайсары вошло в наследие ЮНЕСКО, да? Нет, культурное наследие Якутии. Да, культурное наследие Якутии. Ну а я на этом возвращаю слово в студию. Катя, тебе слово. Спасибо, Паша. Ну, вот так вот не с кофе начался день у Павла, а с активности и с
бесполезного дела. Кстати, о движении. Что делать, если обычная зарядка вам противопоказана? Больные суставы и лишний вес дают нагрузку на позвоночник. Тренеры разработали щадящий комплекс без ударной нагрузки, без боли, но с пользой. Показываем упражнения для тех, кто не хочет сдаваться. Доброе утро, Якутия! С вами я, тренер Мария. Сегодня покажу вам легкую тренировку для тех, у кого больные суставы и для тех, у кого большой вес. И начнем мы с джампинга в ходьбе. Ноги вместе, ручки опустили вниз. Коленки согнули на вдохе, на выдохе левую ногу в сторону отвели, вдох, выдох. И так по 10 раз на каждую ногу. Вдох, выдох. Дышим. Вдох через нос, выдох через рот. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И следующее у нас колено-локоть. Ноги поставили на ширине плеч, руки за голову. И на выдохе коснулись колено-локоть. Выдох. Выдох. И так тоже 10 раз на каждую ногу. Выдох. Выдох. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Следующее у нас выпады с подниманием бедра. Внизу сделали глубокий вдох. Переднее колено должно образовать 90 градусов. Задней ногой не касаемся пола. Вдох сделали, выдох, подняли бедро. Вдох, выдох. Итак, на каждую ногу по 10 раз. Выдох, вдох, выдох. 5, 6, 7, 8, 9 и 10. И сейчас покажу я вам легкий вариант бега с высоким подниманием бедра. Ручки поднимаем вверх и на выдохе касаемся колен. Выдох, вдох, выдох. По 10 раз на каждую ногу. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Про дыхание не забываем. Вдох через нос, выдох через рот. Тренировка была достаточно интенсивная, поэтому между подходами делаем 15-20 секунд отдыха. Заверши утреннюю зарядку вдохом и выдохом. Поднялись на носочки. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Еще раз вдох и выдох. Ну, а у некоторых утро начинается не с будильника, а с преданного взгляда. Только что мы зарядились, а ведь есть те, кто заряжает нас верностью каждый день. Однажды пес по имени Берген сам был взят с улицы хозяевами. Прошел год, и он поступил так же. Привел домой уличного щенка. Так в семье Федоровых появилась Лило. Мы съездили в гости к этой дружной компании, чтобы узнать, чему люди и собаки могут научиться друг у друга. В этом дворе весну теперь встречают вдвоем. Берген и Лило спят в одной конуре, бегают, играют и провожают хозяев на работу. Хвост к хвосту. Но еще полгода назад Лило здесь никто не ждал. Она родилась у нас, получается, за забором у бродячих собак. Мы ее 3 раза выставляли за забор, потому что постоянно она к нам забегала, маленькая, под забор. И после мы не могли понять, как она к нам попадает во двор. Оказалось, что Берген сам ее впускает. Баррикады мои, вот я ложила бревна, полено, он все это отодвигает. Хозяйничает? Да, хозяйничает. А с той стороны мы... Вот видите, вот забор, он там, оказывается, подрыл, чтобы она забегала через соседей уже.
Берген и сам когда-то был щенком бродячей собаки, которая родила под гаражом прошлой осенью. Федоровы тогда строили частный дом и решили взять будущего охранника. С тех пор пес стал членом семьи. Верным, умным, спокойным и очень чутким. Наверное, поэтому он не смог пройти мимо чужой беды, когда увидел ее сам. Кого привел домой? Она у нас не останется. Алена вместе с супругом почти месяц пытались пристроить малышку, но желающих так и не нашлось. Они очень дружные, они спят в одной конуре. Изначально, да. Она сразу забежала к нам и начала жить в конуре Бергена, на что он был не против. Обычно он против вообще любых других собак. Но почему-то Лило он взял под свое крыло, поэтому мы решили оставить. Мы боялись, что, может, он будет там ревновать, загрызет, но сам привел, сам и оставил, да, сам и воспитывает теперь. Теперь Лило и Берген неразлучны. Вместе выезжают в лес, бегают на перегонки, роют снег и резвятся в сугробах. А у Федоровых с появлением собак жизнь стала только ярче. Они внесли в нашу жизнь веселье, радость, да. Мы постоянно, они у нас шкодничают тут во дворе, удивляемся. Берген нас всегда удивляет, когда вот только Лило у нас появилась, мы говорили нельзя, она нас не слушала, он сам вот лапой ее отодвигал, так нельзя, он ее сам воспитывает. Вот как бы в нашем доме появилась радость. Ну, больше еще стало, можно сказать. Каждое утро четвероногие провожают хозяев в город, на работу и по делам, а вечером встречают у ворот. Никогда не подведут и не предадут. С ними и прошедшая якутская зима стала теплее. Я бы хотела пожелать, чтобы у каждой собаки все-таки был хозяин свой, потому что они наши, как говорят, братья меньшие. Мимо бродячих собак проходить, думаю, нельзя, нужно помогать, если не себе, так найти дом, потому что они же как без нас не смогут, я думаю. Вот. И собака – это радость в дом, это счастье. Они же очень веселые у нас, очень отзывчивые, они очень верные. Да, постоянно встречают нас с работы, провожают нас на работу. Ну, я не знаю, я вот пожелала бы всем, чтобы все помогали и кошкам, и собакам, и вообще бездомным животным. Вот такая история дружбы Бергена и Лило. Дружбы, которую не пристроишь. Ну а мы можем сделать так, чтобы таких историй стало еще больше. Катерина Винокурова, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Вот такая вот философия: помочь, и добро вернется. Возможно, на 4 лапах, мокрым носом и преданным взглядом. Интересно, а что с точки зрения биологии движет нашими четвероногими, когда они берут шефство над чужими щенками? На очереди наша рубрика «Спроси учителя». Наш сегодняшний гость вносит значительный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров. Ее школьники поступают в лучшие вузы страны. Среди выпускников есть кандидаты наук, доктора, руководители, учителя. В общем, всем им крупно повезло, потому как они на своем пути встретили такого замечательного учителя. Анна Егоровна, здравствуйте. Здравствуйте. Для меня и, думаю, для всего педагогического сообщества нашей республики вы яркий пример человека, преданного своей профессии, профессии дальнего действия. И сегодня мы к вам постучались с вопросами. И готовы ли вы принять вызов 60 секунд? Ну, как пионер, всегда готов. Здравствуйте, я Габушев Стас, ученик 3 класса, Маджигарской начальной школы детский сад имени Михаила Ильича Габушева, Алекнинского района села Улахан-Мунку. Анна Егоровна, скажите, пожалуйста, почему иногда дергается глаз? Дело в том, что веки регулируются движением глазной мышцы, круговой глазной мышцы, которая управляется лицевым нервом. Ну и как все связанное с нервами, сокращение, расслабление идет с разной скоростью. И когда дергается века, тут уже на ускорение идет. Быстро расслабляется и возбуждается вот этот зрительный нерв,
и в результате этого сокращаются глазные мышцы. Это происходит из-за перенапряжения мышц. Они связаны с нарушением сна, с нагрузкой на глаза, со стрессами. И поэтому нужно соблюдать здоровый образ жизни, избегать стрессовых ситуаций, полноценно отдыхать и своевременно обращаться к врачам. Здравствуйте, меня зовут Беляева Ева. Я из Тюрюцкой средней школы Амиконского района, ученица 5 класса. Скажите, пожалуйста, что такое белки и жиры и углеводы? И почему они есть в еде, но нет, например, в камне? Белки, жиры и углеводы – это органические вещества, а органические вещества синтезируются в результате процессов жизнедеятельности живого. Это вы, наверное, помните, да? В результате фотосинтеза синтезируются углеводы, а из белков пищи в конечном итоге в результате различных преобразований синтезируются собственные белки. Ну и эти белки регулируют, управляют работой организма, и поэтому обязательно в пище должны быть вот эти органические вещества. А камни – это результат процессов, происходящих в неживой природе. Здравствуйте, я Исана Хлопкова, ученица 6 класса Самарсунской средней школы имени Афанасия Петровича Розанского, Амгинского района. А правда ли, что мы используем только 10% мозга? Это, ребята, популярный миф. В настоящее время уже установлено, что мозг работает на 100%. Только особенность в том, что одновременно могут работать, вот эти примерно 10%. Так, и для того, чтобы развивать мозг, нужно опять-таки придерживаться правильного образа жизни, очень рационально отдыхать, укреплять эти нервы в результате систематических физических и интеллектуальных упражнений. Ребята, дружите с биологической наукой, она изучает жизнь в целом. И я хочу, чтобы на основе биологических знаний вы построили свою жизнь успешно и красиво. Так что подписывайтесь на наши соцсети, чтобы быть в ритме образования Якутии. Ну, а учителей биологии всегда интересно слушать. Анатомия, физиология, эволюция. А что является частью эволюции, но уже социальной и очень быстро меняется? Конечно, наша одежда. Ведь изначально она выполняла чисто биологическую функцию – защиту от холода и солнца. После добавилась химия и психология. Сегодня в нашей стильной рубрике поговорим о мужской моде. Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Дарья Габышева. Я персональный стилист, и это наша с вами любимая рубрика о моде и стиле. И сегодня в гостях у нас дизайнер одежды Сергей Грейс. Привет! Всем доброе утро! Классно, что ты вызволился этим чудесным утром побыть с нами. И сегодня я бы хотела с тобой поговорить вообще в первую очередь про мужскую моду, мужской внешний вид, потому что наши зрители часто интересуются этим моментом. Как говорится, я решила, что лучше обсудить это с более компетентным лицом, с мужчиной в первую очередь. С удовольствием, давай. Да, вот момент в том, что как быстро и легко собрать модный образ для мужчины. Ну, во-первых, прийти в компетентный магазин, я считаю, потому что есть очень много магазинов, скажем, где ты не совсем ориентируешься в пространстве, где не понимаешь, где что висит. Потому что мы находимся в универмаге, здесь достаточно большое количество одежды представлено для мужчин. И все как бы развешено и представлено по группам и капсулам, где любой человек, вне зависимости, это мужчина или женщина, может прийти и собрать уже полноценный гардероб, потому что все висит уже задумано, как это можно носить. То есть нужно выбирать такие магазины, где
уже вот все висит вот как бы готовыми капсулами? Такая подсказка. Так удобнее, так легче, так быстрее. Ну и, конечно же, когда есть профессиональные консультанты, это помогает тоже в том числе. А если, например, у нас такие вот есть, потому что я думаю, что нас чаще всего смотрят люди, которые трудятся в офисах, менеджеры там, да, и, возможно, у них более офисный такой, скажем, стиль, если это так можно назвать. Вот как, например, разнообразить и проявить какую-то индивидуальность вот в офисном гардеробе? Потому что у мужчин как будто все понятно. Верх, низ, пиджак. На самом деле тут можно начать с базового гардероба. Опять-таки, как бы это ни казалось банально, базовый гардероб он необходим. А что это означает? Это нужно иметь хорошо сидящие джинсы актуального фасона, хорошо сидящий пиджак, белую футболку, белую или голубую рубашку обязательно, да. Это все легко миксуется между собой. Соответственно, ты сегодня одел костюм, завтра оставил только пиджак, одел белую футболку, джинсы. И, собственно говоря, ты разнообразил быстро свой и трансформируешь свой гардероб таким образом. В современном мире мы все стали носить худи, то есть это стала какая-то униформа населения. И очень часто можно встретить взрослого мужчину в свитшоте, в худи. Вот насколько это нормально? Там есть ли такой возраст? Правило уместности, а уместно это всегда, ну, тогда, когда это, собственно говоря, уместно. То есть ты не можешь пойти, я не знаю, там, на неделю моды в толстовке, я не знаю, в каких-то спортивных брюках. Опять-таки, в зависимости, как ты это все подаешь, как ты в этом себя чувствуешь и так далее. Условно, что если ты любишь вот такую одежду, да, такого, условно, ну, как бы сказать, молодежного стиля. Нет, я считаю, это должно идти человеку, потому что мы недавно были в Хабаровске, мы видели таких мужчин золотого времени, которые одеты как раз-таки в такой молодежный стиль, у них классные толстовки, классные какие-то шапки бинни, оверсайз, бомбера, и это им реально идет. Но это как в зависимости от того, как себя человек чувствует, ощущает. Также считывают и люди. А когда ты ходишь просто примолодиться и одеть, ну, и это на тебе не сидит и не считывает, и людьми не считывается тоже в том числе. Все-таки очень важно себя чувствовать в этой одежде правильно и гармонично. Ну что, дорогие друзья, как мы поняли, что главное — это гармония, чтобы стиль соответствовал твоему внутреннему самоощущению. Да, и, конечно, фундаментально все-таки есть базовый гардероб мужской, стоит его, скажем так, укомплектовать, а о том, как это сделать, мы расскажем в следующем выпуске. Интересно, а почему один и тот же человек в идеально сшитом костюме может выглядеть как менеджер среднего звена, а через 5 минут как опасный аристократ из 19 века? Секрет не в ткани. Костюм – это каркас и оболочка. А линию скул, возраст, шрамы, усталость и благородное старение создает уже не портной, а другой мастер. Тот, кто работает с лицом и телом. Сегодня герои рубрики «Выбор профессии», профессионал по превращениям, гример театра и кино. Представьте, еще минуту назад это было обычное лицо, а сейчас на нем морщины, которые рассказывают целую жизнь, шрам, за которым стоит история битва, или вовсе нечеловеческое лицо. Это магия грима. Магия, которую создают гримеры, волшебники за кулисами театра и на съемочных площадках кино. Многие думают, чтобы стать гримером в кино или театре, нужно годами учиться в Академии искусств, рисовать с детства, изучать историю костюма, анатомию, но зачастую в эту профессию попадают случайно, совершенно неожиданно, по стечению обстоятельств. Так случилось и у нашей героини. Как-то раз, очень давно, в нулевых годах, я увидела в газете, что будет кастинг для кино. И мы пошли с девчонками. Это был кинотеатр «Лена». Так и с этого дня у меня началось, и бывало, что я снималась в эпизодах немножко, ну, до сих пор снимаюсь в эпизодах. И помимо этого, у меня основная профессия парикмахер, стилист. И помимо этого я совмещаю как-то визаж. И потихонечку стала интересоваться гримерством. Сегодня гримеры работают с невероятным набором чудо-средств. Это мягкий латекс для имитации шрамов, гибкий силикон для реалистичных протезов,
аэрограф для тончайших переходов цвета, искусственная кровь, пот, слезы и многое другое. Все для того, чтобы образ жил. Обратите внимание, насколько это кропотливая работа, ведь чтобы сделать просто морщинки, естественные пока еще морщинки, возрастные вот здесь вокруг глаз, уже третий слой подряд наносим латекс, наносим пудру, высушиваем феном, и вот-вот только стали прорисовываться эти морщинки. Соответственно, отсюда можно сделать вывод, что создать образ пожилого человека не так-то уж и просто, будь то театр или кино. Грим – это не единая система, это целая палитра направлений. Каждая решает свои задачи, требует особых навыков и материалов. Но все они служат одной цели – оживить персонажа, сделать его частью большой истории. Каждый вид грима – это особый язык, которым художник разговаривает со зрителем. Театральный грим, он очень отличается от кино в том плане, что театр зритель видит издалека живого. И для этого, чтобы издалека со сцены было и очень много, и очень жирно, вызывающе надо делать. А в кино совсем по-другому, потому что кино уже объектив смотрит, камера выйдет, каждая вот это, каждый штрих, каждое это. И поэтому очень незаметно. Гример сочетает в себе навыки многих профессий. Он художник, визажист, парикмахер, врач, историк, химик, а порой даже и психолог. Он создает характеры, оживляет сценарий и дарит зрителям возможность поверить в невозможное. В этом и есть главная суть этой профессии. А сегодня у нас особенная дата – День книг и авторского права. И очень было бы интересно заглянуть за кулисы книжного мира, что мы и сделаем сразу же после того, как ознакомимся с другими датами 23 апреля. На календаре 23 апреля. Сегодня Всемирный день книги и авторского права, Всемирный день настольного тенниса и День английского языка. По народному календарю Терентий Марьевный. На Руси считали, что солнце в этот день должно показываться в мареве, то есть в тумане. Отсюда появилось и прозвище святого Терентия. Если солнце при восходе было окружено дымкой, то год обещал быть хлебородным. А если небо оказалось ясным, крестьяне считали, что придется поле перепахивать. Этот день в истории. В 1836 году в Петербурге вышел первый номер журнала «Современник». В 1857 году император Александр II утвердил государственный герб России – двуглавого орла. В 1907 году Джек Лондон отправился в плавание вокруг света. В 1908 году в Москве началось одно из самых больших наводнений в истории города. В 1951 году учрежден Олимпийский комитет Советского Союза. В этот день родились Уильям Шекспир, английский драматург, поэт; Макс Планк, немецкий физик, основатель квантовой теории, нобелевский лауреат; Глеб Скороходов, советский российский писатель, телеведущий, заслуженный деятель искусств России; Лев Прыгунов, советский российский актер театра и кино, художник, народный артист России. Именины сегодня отмечают Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Терентий, Федор и Яков. Не прошло и 20 минут, Паша здесь. Это я, Паша. да, и там, и Много здесь. мусора собрали? Ну, мы за 8 минут собрали достаточно, такой, я бы сказал, небольшой пакетик по объему, поэтому было больше времени. Я думаю, в 10 часов сегодня участники субботника все-таки по всей береговой линии территории соберут достаточное количество мусора. В целом, я еще раз отмечу, что город становится чище, люди осознаннее, видимо, подходят ко всему этому, поэтому если сравнить, сколько можно было бы собрать лет 20 назад, сейчас будет колоссальная разница. Да. Но мы переходим от такого лирического Возвращения. Возвращения к гости нашей уважаемой. Когда-нибудь задумывались ли вы, какой путь проходит книга, прежде чем попасть к нам в руки?
Автор написал рукопись, а что дальше? Что дальше? Вот кто решает, какой у книги будет обложка, сколько ее напечатают и как она вообще окажется на полке в магазине. А еще что делать обычному человеку, у которого в столе лежит готовая книга? С чего начать? Может ли любой вообще без связи и имени издать свое произведение? Ну и как защитить свой текст, если вы написали роман или даже маленький рассказ? Об этом поговорим с нашей гостьей. У нас в студии Ольга Ковалевская, руководитель издательства одной из работающих в городе полиграфической компании. Издатель «Отличник печати». Доброе утро. Доброе утро. Ну вот как мы задались вопросом, а с чего вообще путь любой книги начинается? То есть вот приходит рукопись какая-то, да, кто-то ее написал, автор. А кто первый ее берет в руки и что он с ней делает, куда она потом может двинуться дальше? Ну, во-первых, конечно, если уже есть рукопись, естественно, кто-то ее приносит. Это, ну, чаще всего это автор или заказчик, да? Вот, ну, конечно же, здесь у нас компаний в городе очень много, и зависит все от того, куда попадает, ну, в какое издательство или в редакционно-издательский отдел. Вот. Но в первую очередь, конечно, это руководитель издательства или отдела издательского, и который решает либо сразу передать редактору, либо, значит, сам ознакомливается с этой рукописью и обговаривает, конечно, с автором возможности издания этой книги, вот какие-то нюансы, нужен ли договор, вот, авторский там, или лицензионный, или еще какие-то такие вещи, в общем, которые, ну, работают на будущее. То есть как эта книга дальше будет себя чувствовать. Развиваться дальше, да. Поэтому вот есть, ну, это все очень индивидуально. Ну, в первую очередь, конечно, это к руководителю издательства, ну а дальше уже, естественно, к редактору, который будет работать с этой рукописью. А интересно, вот кто решает, какой будет обложка, сколько экземпляров выпустить? Ну, это все тоже индивидуально. Это все индивидуально, но это все зависит только от автора. Вот, потому что, конечно, книги бывают разные, да? Вот, и автор сам уже, зная, насколько, ну, предполагает он, конечно, не знает, он может предположить просто, насколько эта книга будет интересна читателям. Вот, и он уже приблизительно знает, сколько экземпляров он хочет выпустить, сколько в конечном итоге. Но это все также оговаривается уже в издательстве непосредственно. То есть, взаимодействуя с издателями, уже решается тираж этой будущей книги. Ну а по оформлению, это уже в дальнейшем, в процессе работы, вот это также, если у автора есть какие-то задумки, он, ну, это все озвучивает, естественно, уже потом в будущем с дизайнером. Если же нет, то обычно предлагает издательство дизайнеры, которые они непосредственно работают с автором, и в процессе работы они получают какой-то уже конечный результат, который бы устраивал авторов в первую очередь. Ну вот мы сейчас больше все-таки говорим, наверное, про людей, ну, в том числе авторов книги, которые, ну, так или иначе понимают всю эту систему. А вот, допустим, я обычный человек, да, ну, когда там что-то начал накидывать какие-то, и бац-бац-бац, за какое-то время у меня родилось, ну, там, 300 страниц какого-то текста, да, там, роман, может быть, рассказ большой, хороший. И я думаю, почему бы миру... пришло время. Да, почему бы миру не увидеть мое творение вообще? Наверное, оно того достойно. С чего мне начать? Куда мне звонить? Есть ли какие-то особенности, которые, может быть, я должен решить, прежде чем в издательство обращаться? Какие шаги предпринимать? Если появилось такое желание, не надо бояться, не надо ничего, каких-то ограничений. Надо просто... У нас есть компания, вы можете выбрать любую полиграфическую компанию, издательство или редакционный отдел, который существует при полиграфической компании. Вы смело идете, может быть, даже не в одну компанию вы в издательство сходите, а выберете для себя, потом пообщаясь, скажем, с руководителем издательства, вы выберете потом для себя. Но вам не надо, вы можете выбрать, вот, или даже не выбирать, или выбрать потом уже после того, как вы обойдете. Их не так много у нас в городе, но они есть. Вы выберете для себя и потом смело можете двигаться вперед и дальше. Если есть такая задумка и есть такое желание, пожалуйста, вперед. Ну, то есть тут еще, опять же, вопрос каких-то там авторских прав и так далее. Ну, юридические моменты какие-то нужно ли, может быть, решить? Если вы для себя, да, решаете, что вам это необходимо, то есть если вы являетесь, ну, правообладателем, и, ну, вы не боитесь, скажем, да, то можно, ну, обычный договор заключить с издательством на издание вашей книги. Обычный договор. Если же вы какие-то у вас есть, ну,
скажем, вопросы, или, ну, там несколько нюансов есть, скажем, да, где оговариваются, опять же, в договоре оговариваются какие-то определенные пункты по защите авторских прав, а то, что касается уже непосредственно защиты авторских прав и уже в печатной продукции, издательство ставит там свой знак копирайта, это который принадлежит только вам. Вот это уже говорит о том, что книга защищена, авторские права защищены, ваши, если у вас будет художник, оформитель, скажем, это тоже там можно все прописать. То есть у вас есть уже защита в любом случае, это потому что на каждое издание, которое издается вот в авторском виде, и ставится такой знак копирайта. Ольга, ну в завершении нашей беседы хотелось бы узнать, да, посоветуйте, что авторам, да, начинающим из Якутии, которые мечтают увидеть свою книгу на полках магазинов книжных. Мечта – это уже здорово. Если человек мечтает, он хочет, и он должен идти вперед, как я вот говорила вам, да, не надо ничего бояться. Есть мечта, все, ее надо претворять в жизнь, то есть идти в издательство и работать дальше, выпускать свое издание. Я думаю, жители Якутска, читатели, они только порадуются за этого автора. Если действительно, конечно, я думаю, что не каждый возьмет на себя такую обязанность, да, что-то выпустить. Это довольно-таки трудоемкий процесс, вот непростой. Но если есть такое желание, мечта, только вперед. Ну, я вот немножко уточню, да, как раз вот таки по обращению в издательство. Если человек сейчас такой: я хочу, и я пойду, я обращусь в издательство. В издательство нужно приходить уже с готовым материалом, или можно, допустим, какой-то там черновик, начало? Можно, конечно, можно в черновиках хотя бы говорить, чтобы вы тоже уже немножко почувствовали себя, может быть, как-то поувереннее, скажем, да. С любыми материалами можно подойти. Есть уже готовое, пожалуйста, с готовым. Есть в черновиках, и это не возбраняется. Ага, то есть там дальше работа пойдет. Работа пойдет, конечно. Спасибо вам. Большое. Да, с праздником вас. С праздником и вас с праздником, но в праздник принято дарить подарки. Я пришла не с пустыми руками тоже. Праздник хоть и молодой, День книги авторского права, но у него уже есть свои традиции, как вы, наверное, знаете, а может и не знаете, эти традиции зародились, в общем-то, как и сам праздник в испанской Каталонии. Это замечательный праздник дарить в этот день книги и розу. Книги для мужчины, а розы для женщины. Но я не буду делить сегодня. Сами поделитесь. Сами поделитесь. Вот. Но я на правах издателя и, в общем-то, и автор в одном лице. Вот я хочу вам преподнести вот такой подарок. Спасибо. Это я выпускала книги в разные годы, посвященные юбилейной дате моего отца, заслуженного работника культуры, художника-графика Олега Ковалевского. Я думаю, вы найдете достойное применение, может быть, разыграете в одной из своих передач в качестве приза. Поэтому я вам вручаю пока вот так. Спасибо, а потом поделимся. А потом поделитесь или не поделитесь. Как приятно. Спасибо еще раз. Огромное. С праздником вас. Ну, а пока мы с Катей решаем, кто что заберет, посмотрите, пожалуйста, сводку последних новостей, о которых расскажут наши коллеги из информационной службы. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Перед Новым годом россиянам необходимо выплачивать 13-ю зарплату, а пенсионерам 13-ю пенсию. Соответствующие инициативы внесены на рассмотрение депутатов Госдумы. По мнению авторов инициативы, такие выплаты могут людям достойно отметить праздник и сделать подарки близким, а также повысить мотивацию работников в условиях кадрового дефицита. При этом сейчас трудовое законодательство не обязывает работодателей выплачивать 13-ю зарплату. Она возможна только если это прописано во внутренних документах компании или договорах. Председатель экспертного совета по социальному развитию при Комитете Совета Федерации по соцполитике Лилия Овчарова предложила рассмотреть возможность компенсировать молодым семьям расходы на аренду жилья. По ее данным, более 30% таких семей снимают жилье, и хотя сейчас есть разные меры поддержки, в том числе семейная ипотека, выплаты многодетным на погашение ипотеки и социальная выплата на приобретение жилья в рамках госпрограммы, аренда остается вне фокуса господдержки. В 2024 году последние меры воспользовались 10,5 тысяч семей. Новая инициатива призвана закрыть этот пробел и облегчить жилищные условия молодым семьям.
В Горном Улусе Центр дополнительного образования имени Людмилы Лукиной в этом учебном году реализует 2 значимых проекта. Благодаря поддержке фонда имени Тимченко Центр стал участником проекта создания детского креативного кластера «Аяркут». Одержав победу, Центр получил грант на сумму 1 миллион рублей, что позволило реализовать эту инициативу. На выставке декоративно-прикладного искусства жюри высоко оценило расширившийся интерес детей к природе, истории и окружающему миру. Параллельно прошла выставка технической направленности, посвященная развитию сельского хозяйства. Этот проект привлек особое внимание мальчиков, способствуя развитию их видения в области современных технологий и инноваций. Очень много перспективной новой сельскохозяйственной техники мы увидели. В будущем, я думаю, что благодаря вот таким мероприятиям ребята вовлекутся в сельскохозяйственное производство и будут заниматься сельским хозяйством. Глобальное таяние ледников резко ускорилось. По словам ученых, в 2025 году ежегодная потеря их массы эквивалентна заполнению 5 олимпийских бассейнов каждую секунду. Сильнее всего процесс затронул Западную Канаду, Соединенные Штаты Америки, Исландию, Центральную Европу. Но также коснулся и России. Например, на Алтае ученые следят за ледником Левый Актру. В 2024 году он потерял в толщине 1024 миллиметра в водном эквиваленте, а в 2025 поверхность ледника опустилась еще на 65 сантиметров. Ученые предупреждают, таяние ледников – важный сигнал изменения климата, который грозит серьезными последствиями для населенных пунктов у подножия гор. В республике стартовал турнир по боксу, посвященный памяти кавалера Ордена Мужества, участника специальной военной операции Егора Татаринова. Соревнования также приурочены к столетию военного образования и проходят на базе Якутской кадетской школы-интерната. Поединки проходят в нескольких возрастных категориях. Среди юношей и юниоров весовые категории зависят от возраста. Для самых юных спортсменов 38-50 килограммов, для средней группы диапазон шире от 40 до 80, для старших от 48 до 70 килограммов. Я ожидаю зрелищного боя и хороших успехов на этом ринге. Мне начал нравиться данный вид спорта, потому что начали появляться успехи. На будущее планы много. Вот, сначала стать МСом, допустим, потом МСником. А если получится МСМК, а даже ЗМС. Я бы хотел занять первое место, получить много призов. Я занимаюсь со 2 класса вроде бы, и мне понравился этот вид спорта тем, что у меня побольше успехов вышло. Я в 4 классе стал чемпионом города, из-за этого не стал бросать. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Первый для страны дом приморского меда открылся во Владивостоке. Там можно не только попробовать самый разный мед, но и узнать многое вообще об этом загадочном мире пчел и людей, точнее их содружества, да, и такого симбиоза. Подробнее об этом и подробнее вообще в мир меда погружались наши коллеги. Самая настоящая липа приморская. Серьезно, да? Дерево целое, оно живое. Оно живое. Поначалу в это действительно трудно поверить. Живое дерево с зелеными листьями растет прямо внутри помещения. Но в этом есть своя гармония и даже символизм. Ведь эта липа растет в доме приморского меда. И гости города, и приморцы очень любят наш липовый мед. Это он нейтральный, он очень мягкий, вкусный. У него такой профиль чуть-чуть в мятку уходит. Есть банки нарядные, подарочные. Есть какие-то попроще варианты, экземпляры. Уникальный в своем роде. Это первый в стране музейно-дегустационный комплекс «Дом приморского меда». Площадка, объединяющая музей истории пчеловодства, интерактивное пространство и зону дегустаций. Расположился комплекс в самом центре дальневосточной столицы, на улице Фокина. Мы стараемся максимально расширить географию нашего приморского меда, чтобы человек, который приехал, допустим, впервые в Владивосток и захотел попробовать мед, во-первых, он здесь его попробует. То есть здесь будет дегустация на постоянной основе. И, во-вторых, выберет и купит понравившийся себе мед. На данный момент представлены 7 районов. И, естественно, что их количество будет расти. К слову, попробовать можно не только мед. Сейчас я заказала медовый латте с тимьяном. Буду пробовать, не знаю, какой вкус. Но раф на меду мне понравился. Да,
и мужу. Чувствуется мед? Да. И мед чувствуется, и раф чувствуется, сливочки, все на месте. Одна из интересных зон в Доме приморского меда – это интерактивный улей. Здесь можно отследить весь цикл создания меда от сбора нектара до фасовки по банкам. Для этого нужно прикоснуться к волшебной кнопке. Приветствую, дорогой гость. Я рабочая пчела. Особый акцент на детском образовании в Доме меда есть площадка для занятий со школьниками. Нам рассказывали очень много всего. К примеру, пищеварение пчел, как они сами выглядят внутри. Для нас, родителей, очень важно видеть, что наши дети здоровые, энергичные. И, конечно же, очень ценно, что правительство Приморского края разделяет с нами нашу заботу о детях и особое внимание уделяет детскому школьному питанию. И очень здоровская идея, когда с нашим приморским медом, когда детям выдают наш мед в школу. Потому что дома не каждый ребенок захочет съесть, а в школе за общим столом, общаясь с детьми, веселясь, они с удовольствием едят. Пообщался с детьми и губернатор Приморья Олег Кожемяков. В пчеловодство он погрузился, когда ему было всего 6. Сначала соседу помогал, а потом пасека появилась у родителей. Как правило, это паркое лето такое, жаркое, когда нужно, во-первых, понимать рамки, искать матку, потом с этими рамками ставить ящичек, бежать в шалаш или в палатку, где стоит медогонка. И вот так целый день работаешь, и так на протяжении 2 недель. Родители по итогам медосбора всегда приобретали какой-нибудь там или игрушку, или там велосипед, в зависимости от того, сколько накачано меда. Это всегда для приморцев была хорошей прибавкой к заработной плате. Приморье – медоносный край. Регион входит в тройку крупнейших производителей меда в России. Около 6 тысяч приморцев занимаются пчеловодством. Главная изюминка нашего меда в его происхождении. Он добывается исключительно из дикорастущих медоносов. Из-за его экологичности мед в стиках сегодня поступает во многие школы Приморского края. В планах развивать отрасль и дальше. Продвигать его за рубежом, открывать дома меда на погранпереходах. Гуля Алхасова, Александр Кононенко, «Панорама». Ну что, вот так вот, да, активно, весело мы начали утро четверга. Четверга, утро уже заканчивается, мы уже все, вас отправляем в этот день, подняли, улыбнули, завтра вновь увидимся, поэтому пусть сегодня все пройдет хорошо и классно. Отличного дня, до завтра.